Вот эта казашка, казахская женщина, тетя Сауле, она не делила нас на русских и нерусских. Она видела голодного ребенка и кормила его. История номер 2, которая случилась вчера вечером. Вела я прямую трансляцию, сидим, значит, ржем, хихи, ха-ха, кривляемся, пищим, визжим, и к нам поднялся мальчик, на трансляцию пришел. Орал Умаров. И пишет, значит, в чате такой комментарий: «Спасибо вам большое за добрый отзыв о казахском народе». Я сначала не сразу поняла, думаю, я вроде ничего такого не снимала. Потом только до меня дошло, я вспомнила, что год назад, а может быть даже и больше, чем год назад, я снимала видяшку о том, как мое детство проходило в Казахстане, что я об этом помню и все на свете. И я рассказывала такую историю, что у нас была соседка, казашка, тетя Сауле, с мамкой в контрах там великих. Ну, у меня мамка с кем только в контрах, я, наверное, в зеркале ругает, ну да ладно. В контрах была великих, жили тяжело, жрать нету, ничего нету, одеть нету, короче. И когда мамка уходила на работе, она нас втихомне приводила к себе домой и кормила. Накормит, с собой соберет и домой еще отправит. И, короче, смысл и посыл этого видео был в том, что вот ей было все равно, русские мы, не русские. Для нее дети, все дети. Она видит голодных детей, она пришла домой, поделилась своей крошкой, возможно, не знаю, может быть, даже от своих детей отщипнула, не знаю, как там, я же ей в холодильник не смотрела. Может быть, свой кусок отдавала нам. И я сказала, что вот эта казашка, казахская женщина, тетя Сауле, она не делила нас на русских и нерусских. Она видела голодного ребенка и кормила его. Я просто рассказала историю из жизни. Я на тот момент что-то рассказывала, как я жила в Казахстане. Меня спросили, я рассказала. И вот мальчишка, год с лишним, помнит эту историю. Это тоже была на той странице, которую заблокировали. Ну, большая, которая была. Помнит до сих пор эту историю. Пришел сказать спасибо за добрый отзыв. Я, кстати, могла бы, да, вспомнить какую-то... Не знаю же, но в каждой нации же есть какой-то плохой человек, который ведет себя отвратительно. Да, вспомнить именно его и рассказать: а, вот, типи, плохие, все на свете. И мальчишка до сих пор помнит эту историю, и как я отозвалась о казахских женщинах. Про праздник Наврыз тоже рассказала, вас там до пуза накормят. И никто не будет спрашивать, кто ты, русский, казах, немец. Все равно. И я помню, я со смеха, мы смеялись, ржали, и я так немножко приземлилась и присела. Присела в том плане, что я сначала погрузилась опять в эту историю, да, что это круто, классно, что есть женщины, которые так себя ведут. И что есть люди, которые до сих пор помнят эту видяшку, которую я запилила. Так вот к чему я. За и тоже. В очередной раз. Брошенное слово обратно не вернешь. Убедительная просьба ко всем. Думайте, какими словами вы кидаетесь. Вот именно так о вас и будут помнить. А тетя Сауле реально, не знаю, жива она, не жива. Если бы жива была, я бы, наверное, руки ей поцеловала и сказала: спасибо, что ты нас кормила. Дай Бог, чтобы жива была. И все хорошо у них было. Я с ее сыном в один класс ходила, мальчишку звали Сапарбек. Старший был Мадияр. Я говорю, я до сих пор помню. Я помню даже ее лицо. Я просто помню ее лицо даже. Может, как-то я плохо помню. Я так долго терпела, думала, рассказывать, не рассказывать. А потом думаю, а почему в очередной раз не рассказать о каких-то добрых моментах, добрых случаях, добрых жизненных случаях.
Одной девчонке просто какой-то юмор спас жизнь. Второй мальчишка просто помнит мой жизненный рассказ, где было добрым словом сказано об этой женщине. Без юмора. Я, наверное, повторюсь. Я вас всех убедительно прошу, завязывайте свои войны, кому не нужны, которые ни к чему не приведут. Когда закончатся ваши войны, вас они вспомнят. Ой, там две какие-то там ругались. А это кто? Да я не помню. А добро ваше вспомнит. Вспомнит. Жалко, конечно, ту страницу. Там очень много доброго было. Но радует то, что то добро, которое было на той странице, осталось в сердце и в голове людей. Не снимайте вы трачки, ругачки. Сядьте на камеру, расскажите, если у вас хорошие соседи, пойдите расскажите о них. Просто, о, у меня хорошая соседка, вон она такая сякая, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Может, до соседки это дойдет, и ей приятно и тепло как-то сделается. Ой. Быть добру. Быть добру. Даже в любой сказке. Всегда зло побеждало. Всегда добро побеждало зло. Завязывайте свои срачки, говнячки. И будьте счастливы. Всего доброго. Ваша Ангина. Казахстан, ты родина моя. Здесь люди все, как одна семья. Казахстан, ты могучий высок. Пусть струится твой водный исток. Казахстан, ты красив и богат. Твоим достижениям каждый здесь рад. Казахстан, ты родина мать. Мы будем беречь тебя и защищать. Казахстан, как красивая твоя природа. И в горах ископаемых очень много. По реке Иртыш плывут корабли, и нефть добывают зари до зари. В твоем поднебесье орел парит, и солнце лучом душа говорит. С народами вместе мы мирно живем, и песни о жизни и счастье поем. Как символ достатка всем твой байтерек, пусть будет здесь счастлив любой человек.